Петик Долшума Ирил Чуфиряев Пами, выпуск студия Иргю Керимова Марьям. Марьям Керимова, ведущая новостей. На протяжении 5 лет она доносит самые актуальные новости для жителей на родном языке. Телеведущая считает, что подача новостей на чеченском языке на самом деле очень сложна и ответственна. До того, как я попала на телевидение, мои знания были далеко не совершенны. Работа дала свое, положительная сторона, то, что я начала изучать родной язык. Поначалу это были сюжеты, потом уже эфир на родном языке. Сейчас даже знакомые удивляются, как это у тебя там такие сложные слова, язык литературный. Вопрос о подаче информации на государственном или родном языке сегодня имеет большое значение. И мы решили узнать у жителей Грозного, а на каком бы они языке хотели узнавать о последних событиях, происходящих в нашей республике. Желательно на русском. В то время, в принципе, родной язык был, а теперь в советское время всегда русский язык был в основном. Видимо, поэтому. Я думаю, именно национальный язык, он и помогает посредством газет, телевидения, радио, этим бабушкам, дедушкам определиться, за что и чего платить. На чеченском. Потому что это родной язык у нас. Роль СМИ в духовно-нравственном воспитании молодежи и патриотизма обсуждали сегодня на большой встрече журналистов Северо-Кавказского федерального округа. Не обошли стороной и интернет-источники. Сегодня большинство людей узнают информацию из всемирной паутины. Именно то, что мы сейчас говорили о том, как нужно поддержать национальные СМИ, то есть те, кто работает на родных языках, да, это очень актуальный вопрос. И тем более, что мы здесь, все коллеги, собравшиеся с разных регионов нашей страны, договорились, что следующее заседание наше, следующее совещание в рамках этого крупного актуального проекта будет связан именно с продвижением, популяризацией национальных языков через интернет. На территории СКФО проживает более 50 национальностей. И по мнению экспертов, существует проблема подачи информации для населения. Многие жители отдаленных селений попросту не знают русский язык. По мнению тех же экспертов, большинство населения Северокавказского региона доверяет информации, поданной на родном языке. А что такое духовность без языка? Ее нет, не может быть. Потому что язык – это память, язык – это история, язык – это то, что мы с вами полюбовно называем нашей жизнью. А что может быть дороже нашей жизни? Ничего. После долгого диалога для гостей провели экскурсию по столице, после чего делегация посетила телерадиокомпанию «Грозный». Гостям показали новое здание телеканала, павильоны и действующие студии. Шудин Саидов, Руслан Балаев и Ислам Бакаров. Новости.